Вот так разделили тесто пополам, сделали одну часть теста с какао, а другую оставили как есть. Потом соединяем вот эти кругляшки наши. Готовы творить сладкие чудеса. Песочное тесто, печенье – это тема сегодняшнего урока. На новый предмет труд технологии школьники идут с интересом. Девочки уже замешали тесто. Теперь дело за малым – придать форму и отправить угощение в духовку. А вот через 15 минут эти печенья будут выглядеть таким образом, как здесь. Они уже заранее приготовили. На самом деле очень жаль, что в мое время у меня в школе подобных предметов не было, потому что я бы, как эти прекрасные девушки, уже умела бы готовить печенье. Может, мы их всех попробуем сразу? Давайте, каждый возьмет. Держи. Обновили структуру, расширили содержание, повысился и сам статус предмета в образовательной системе. Проходит урок один раз в неделю. Теперь это не просто занятие о создании поделок, это полноценная дисциплина, направленная на развитие практических навыков и творческого мышления. Для девочек он разбит на два модуля. Первый – шитье. К слову, фартуки и поварские колпаки девочки шили себе сами во время этого курса. Они также умеют готовить много вкусных блюд. Мы готовим иногда мясное, торты, это все готовим вместе. Мне это понравилось, когда мы готовим вместе. А шитье, не очень, отдельно это делаем. Мне не нравится мне шитье. А вот что-то из того, что вы научились готовить в рамках этого предмета, ты уже готовила дома? Да. Что, например? Например, торт и... Как твои родители это оценили? Они пробовали, сказали, вкусно очень. Готовили разные салаты, печенье, и скоро будем уже готовить супы и все такое. Мне очень нравится технология. Пока девочки осваивают кулинарные премудрости, мальчики в другом кабинете пробуют свои силы в столярном деле. Под чутким руководством учителя они учатся создавать разные поделки. Начинают с теории, изучают обработку материалов, чертежи. Внимание уделяется проектной деятельности, развитию мелкой моторики и творческих навыков. Необходимое для этого оборудование в наличии. Адам Тумгоев напоминает своим ученикам, работать можно только с исправными инструментами с прочной рукояткой. Снимаем стружку. Основная цель урока – проявление самостоятельности учащегося. Забить гвоздь, починить розетку, смастерить простые предметы мебели. Всему этому ребят обучают на новых уроках. Например, вот это органайзер для специй, два в одном. Это салфетница и органайзер для специй. Для изготовления этого подделки нам понадобился речная древесина, углы. С помощью гвоздей мы соединили органайзер и покрасили льняным маслом, чтобы придать красивую форму и вид. Ребята научились многому, что-то уносят домой, чем радуют и своих родителей. Я сначала пилил, там были 4 доски большие, там надо было их сначала отмерять, потом уже вырезать надо было. И оттуда надо полностью гвоздями скрепить, и чтобы из этого потом получилась шкатулка. Я сделал, и потом я обклеил там разными пленками, может, там разными стикерами, вот этими. Теперь она дома стоит. Нам это в жизни пригодится, то, что мы вырезаем, когда мы вырастем. Когда по дому будем что-то делать, нам это поможет это, то, что мы на уроке занимаемся. Ты уже что-то дома сделал? Я помню, папе помогал трубочку собирать. Новый предмет «Труд» в этом году появился в школьном расписании с 5 по 9 классы. Дети учатся не только работать руками, но и уважать труд других и ценить результаты работы. Амина Зязикова, Сулейман Костоев, Магаз 24.